Более 10 миллионов рублей должны работникам молзавода производителя известного бренда «Край Курая». Агрохолдинг «Башмилк» на грани банкротства. Предприятие со штатом сотрудников более 1200 человек из-за долгов перед банком полностью приостановило свою деятельность в ноябре прошлого года. Подробности далее. Владимир Исламов 13 лет работал водителем на Дюртюлинском комбинате молочных продуктов. Каждый день возил молоко и доставлял вахтовиков. Когда в августе 2019-го перестали платить зарплату, уволился. Сейчас компания должна мужчине более 100 тысяч рублей. Ну, конечно, тяжело, очень тяжело. Кредиты, дети, им помогать надо, внукам. Я не знаю, вот вообще, как дальше жить, честно говоря. Работы нету. Таких историй десятки. На сегодняшний день Дюртюлинский комбинат молочных продуктов должен зарплату 174 работникам. Суммы у всех разные. Люди в надежде вернуть свои деньги каждый день собираются у проходной завода. Производство молочной продукции здесь остановилось в октябре прошлого года. Тогда на предприятии произошел сбой в системе отопления. По словам рабочих, взорвался один из бойлеров. Завод закрылся, но несмотря на это, здесь продолжают работать охранники. 9 человек ведут посменное дежурство. Межведомственная комиссия по факту невыплат зарплаты провела проверку. В отношении руководителей будут приняты дополнительные меры. На повторное обсуждение пригласят представителей группы компаний «Башмилк» и администрацию районов, где находятся заводы. В рамках контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекций, выявлена задолженность по заработной плате перед 174 работниками акционерного общества «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» в сумме более 10 миллионов рублей. По данному факту юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время Дюртюлинский следственный отдел Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело. Ведется расследование. Дюртюлинской межрайонной прокуратурой в суд направляются исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате. По результатам вынесения судебных решений все исполнительные листы направляются в службу судебных приставов для исполнения. Руководители же предприятия объяснили ситуацию так. Россельхозбанк, с которым сотрудничала компания, не только закрыл кредитный лимит, но и повысил ставки. Из-за этого накопились долги, и производство на заводах пришлось остановить. Теперь около 1000 людей остаются без работы. С Россельхозбанком ведутся переговоры. Поднял ставки и принуждает, чтобы мы отдали все другой компании. Мы это делать не собираемся, не хотим. Мы пытаются задать бизнес. То есть у нас 3 завода. Возобновится ли деятельность крупнейшего в регионе переработчика молока, пока неизвестно. Рабочие же не только ждут своей зарплаты. Люди хоть завтра готовы выйти в смену. Айгуль Резяпова, Роберт Давлетбердин, Вадим Исламов и Иван Демидов. Новости Дюртюли.